Здравствуйте, в эфире телеканала «Итоги дня», в студии Надежда Саханская. Коротко о главных событиях. Тренинги и семинары патриотической направленности. В Якутске стартовал форум про ДФО «Все для победы». Стихии творения. Жителей Якутска ожидает аномальная жара. Расскажем, как не стать жертвой июньского зноя. За выдающиеся достижения в области медицины. Бывший выпускник Нерюнгринской гимназии удостоен премии призвания. Заросшие тропинки и покосившиеся ограждения. Жителей Якутска волнует благоустройство города. Когда начнутся работы по облагораживанию, знает наш корреспондент. Где провести досуг и отдохнуть с детьми? В Мирнинском районе обустраивают общественное пространство. Территорию выбрали путем онлайн-голосования сами жители города. В Якутии уже 2 недели судно сидит на мели. Судно с продуктами, вышедшее из порта Осетрова, стоит на мели в Алекминском районе. На судне находятся контейнеры строительных и различных грузов более 3000 тонн, включая контейнеры с продуктами с объемом более 796 тонн. Как уточнили в администрации района, запасы продуктов питания в населенных пунктах имеются. В ближайшее время будет проведена следственная проверка. Об этом сообщил заместитель министра транспорта Семен Коркин. На сегодняшний день, 15 числа, ввиду ошибки, капитанской ошибки судоводителя, случайно села на случайный остой, это на километре 363, это на участке Киренск между Передуем в районе Ленские Щеки. В настоящее время для выполнения неотложных работ привлечены 8 единиц судов, это 3 буксира, 2 плавкрана и 3 баржи, которые находятся на сегодняшний день на месте происшествия. На сегодняшний день практически частично проведена работа по перевалке техгруза и проводятся мероприятия по отгрузке продуктов питания, которые находятся в контейнерах. Территории южных и западных районов республики подпадают под зоны падения частей ракеты-носителя «Союз-2-1Б». Запуск ракеты запланирован на 27 июня в 14:34 по московскому времени. Прогнозируется, что обломки аппарата могут упасть на территории Алданского, Алекминского, Вилюйского и Верхневилюйского районов. Для обеспечения безопасности населения и территории сформированы группы спасателей и запланированы послепусковые экологические обследования, поиск и эвакуация отделяющихся частей ракет-носителей. В Якутске стартовал форум про ДФО «Все для победы». Мероприятие будет проходить в течение 3 дней. В программу входят тренинги и семинары патриотической направленности, а также мастер-классы о спецоперации. Подробнее о первом дне мероприятия, а также о том, что ожидает слушателей в предыдущие дни форума, расскажет Марферина Алексеева. Слушатели форума – это представители СМИ, общественности, сотрудники сфер образования, культуры и муниципальных органов власти. Задача мероприятия – объединение всех жителей Дальневосточного федерального округа для победы и патриотического воспитания. И чтобы достичь эту цель, важно правильно и достоверно рассказывать населению о происходящем в зоне СВО. Среди приглашенных гостей военный корреспондент Георгий Мамсуров. Он рассказал о том, как важно различать достоверную информацию от ложной. Информация должна быть персонализирована. Если человек от своего имени дает эту информацию, значит, он своим именем за эту информацию как минимум отвечает. Любые новости, которые начинаются с фразы «наши источники сказали», по данным наших источников, к ним, конечно, всем повышенное внимание сразу же, потому что убирается вот эта грань персональной ответственности. А человек, который вам 1, 2, 3, 4, 5 раз сообщит неправильную информацию, на 6-й вы просто перестанете ему доверять. Также участникам был представлен документальный фильм о военнослужащих из Якутии, который сейчас служат в зоне СВО. Такое в рамках форума впервые. Благодаря определенным нашим контактам на фронте мы смогли возможность получить, записывать ваших бойцов от вашего региона, куда мы едем, чтобы они могли пообщаться, рассказать о том, чем они живут, чем они болеют, что для них важно и какая помощь им необходима. Поэтому здесь мы это сделали впервые. Я думаю, в дальнейшем мы будем делать точно такие же вставки в каждый наш патриотический форум. Видео от земляков, правдивые слова и эмоции из места событий дают понять глубже значимость происходящего и необходимость в поддержке. Это же отметил глава республики Айсен Николаев. Он также принял участие в форуме. Многие наши воины сейчас награждены орденом мужества. Уверен, мы все сделаем, чтобы как можно скорее победа к нам пришла.
Мы в победе не сомневаемся. Ребята на месте там точно все просто говорят, мы все равно их всех добьем. Главное, чтобы вы там не подкачали уже внутри страны. Да? Мы внутри страны точно не подкачаем. Якутия была, есть и будет таким крепким тылом нашего государства. Форум продолжится до 28 июня. Перед участниками выступят около 10 федеральных экспертов. Пройдут практикумы, интерактивные занятия и мастер-классы. Марфирина Алексеева, Семен Семенов, Якутск. Тем временем общественное движение «Якутия с тобой» продолжает оказывать помощь участникам специальной военной операции. В штабе принимают гуманитарную помощь для выдачи мобилизованным и отправки в зону проведения специальной военной операции. Женщины прямо на месте шьют вещи в дорогу. Наш корреспондент Мария Кардашевская встретилась с неравнодушными гражданами. Спальные мешки, рюкзаки, аптечки, дождевики, чехлы для оружия и даже форма. Все это создают прямо здесь те, кто не смог пройти мимо. Работа штаба «Якутия с тобой» слажена. Каждый выполняет свою роль. Мы вяжем сети, навязываем вот такие маленькие, очень интересные рисунки вроде бы. Но этот рисунок спасает наших солдат. Когда попадает граната или когда попадают осколки, она вибрирует и отбрасывает этот осколок. И наши ребята остаются живы. Каждая сеть обязана спасти наших бойцов. С такой только мыслью, с таким только мнением и здесь работаем. Желаю всем нашим воинам остаться живыми, прийти домой обязательно с победой и обязательно живыми. Этим работа волонтеров не ограничивается. Они ежедневно принимают одежду, продукты питания, лекарства, а потом собирают и отдают мобилизованным парням или отправляют в зону проведения специальной военной операции. Мы отправляем очень много медикаментов. Первое время очень много продуктов питания отправляли. Сейчас с питанием стало лучше. Значит, отправляем одежду, снаряжение, значит, маскировочные сетки, окопные блиндажные свечи. Добровольцы не забыли и про тех, кто находится в госпиталях. Для них мы стараемся отправлять продукты питания, там, одежду, газеты. Иногда отправляем, значит, инвалидные кресла, значит, трости, там, костыли. Да, где-то мы сами покупаем, где-то мы упрашиваем предпринимателей. Активисты работают с 27 сентября прошлого года. За это время они собрали более 60 тонн гуманитарной помощи нашим бойцам. За неполный год в штабе побывало более 1000 волонтеров. И каждый внес большой вклад в общее дело. Желающих помочь всегда рады видеть в штабе движения по адресу улица Орджоникидзе, 10. Здесь рады любой помощи. Мария Кардашевская, Георгий Григорьев, Якутск. В Высшей школе инновационного менеджмента проходит конференция, посвященная реабилитации людей с инвалидностью. В мероприятии принимает участие около 150 человек. Помимо участников на конференции будут присутствовать и приглашенные гости, которые выступают с докладами по теме социальной поддержки, обучению граждан с инвалидностью и другим важным вопросам. По итогам конференции будет подписано соглашение Министерства труда и социального развития Якутии с региональной благотворительной общественной организацией «Центр лечебной педагогики». Хотелось бы рассказать на такой высокой конференции о том, как модели инвалидности, о том, как подходы Всемирной организации здравоохранения, международная классификация функционирования, ограничения жизнедеятельности и здоровья, коротко МКФ, влияют на общую систему оказания помощи детям и на систему реабилитации, абилитации. Потому что в зависимости от того, какую модель реабилитации мы выбираем, это медицинская модель, может быть очень распространенная, официальная или неофициальная, но мы понимаем, что врач – это Бог, который вот сейчас все нам скажет, и он, может быть, с чего-то даже вылечит нашего ребенка. Бывший выпускник Нерюнгринской гимназии удостоен премии призвания. Хирург-аритмолог Виталий Шабанов получил главную медицинскую премию страны за проведение уникальной операции по спасению ребенка. Сейчас врач работает в Новосибирском центре Мишалкина. Вместе с коллегами он провел первую в мире подобную операцию такой сложности при помощи роботизированной системы. 2 года назад в клинику, где работает Виталий Шабанов, обратились коллеги из Москвы с просьбой помочь в лечении ребенка с нарушением ритма сердца.
Оборудование, благодаря которому можно устранить аритмию, в России установлено только в Новосибирске. Врачам предстояла по-настоящему ювелирная работа. Операция длилась порядка 6 часов. Это была у нас первая такая операция, которую мы выполняли. Сейчас у нас уже имеется опыт достаточно большое количество этих пациентов, но на тот момент, когда он только к нам пришел, это был наш первый такой маленький человечек, маленький ребенок с такой сложной анатомией. Вот, и мы убрали эту аритмию. И после этого, как мы убрали ему аритмию, его смогли взять уже большие хирурги, ну, скажем, сердечно-сосудистые хирурги, которые сделали ему уже операцию на открытом сердце, без страха. То есть у него сейчас нет аритмии, ребенок совершенно спокойно живет, развивается. Операция проводилась с помощью роботизированной системы магнитной навигации и завершилась успешно. Более того, совсем недавно кардиохирурги вместе с роботом спасли от смертельной аритмии еще одного маленького пациента. Любому человеку, пациенту нужен индивидуальный подход. То есть даже выполняя, скажем, условно, рутинно какие-то операции каждый день одни и те же, мы должны все равно подходить к пациенту индивидуально. Подходя к пациенту индивидуально, мы, конечно же, как раз таки придерживаемся этого постулата не навредить. Ну и, конечно же, очень-очень такое желание любого, наверное, кардиохирурга – это когда твой пациент выписывается с благодарностью и полностью здоровый. Виталий Шабанов жил и учился в Нерюнгри. Закончил гимназию номер 1. Еще в 9 классе в своем сочинении он написал, что хочет быть врачом. Это был ребенок воспитанный. Заслуга, вероятно, в этом больше семьи. Кстати, в семье было еще 2 детей, он был старший. Их всего было в семье 3. Самостоятельный мальчик, очень скромный, мальчик очень такой, вы знаете, любознательный. Я не скажу, что он учился на 5, но учился он хорошо и добивался успехов именно вот своей самостоятельностью. Главную премию страны врачи получили в канун Дня медицинского работника. Это награда не только призвание за профессионализм, но и за прорывные космические технологии в отечественной хирургии. Ирина Жданова, Вадим Барашков, Захар Головин, Нерюнгри. Жителей Якутска ожидает целая неделя настоящей жары. Столбик термометра в ближайшие 7 дней не упадет ниже плюс 29 градусов. О том, как не стать жертвой июньского зноя, расскажет Петр Лукин. Приход жары может доставлять радость для любителей тепла и солнца, но для других же станет испытанием. Особенно, если не подготовиться к перегреву и обезвоживанию организма. Многие, чтобы избежать неприятностей, предпочитают оставаться дома, искать прохладу в магазинах или крупных торговых центрах. Холодный напиток покупаем. Это помогает. Сидеть в теньке, носить шапку. Это не помогает. Ношу маленький вентилятор, бутылочка воды и в пакетике мокрая тряпочка. Обтираюсь. Сидим в тени, спасаемся от солнца. Жарко ребенку. Организм, я ничего не делаю, организм сам охлаждается. В тени сижу, мороженое ем. Жара часто приводит к обострению хронических заболеваний, понижению иммунной системы и высыханию слизистых оболочек. Поэтому в жаркую погоду особенно важно следить за своим здоровьем и принимать меры профилактики. На фоне жары вязкость крови увеличивается, сосудистые стенки теряют свой тонус. Человеческому организму не хватает кислорода, и у молодых людей в жару артериальное давление может снижаться. У лиц, страдающих повышением артериального давления, наоборот, во время жары организм начинает терять много жидкости, после чего кровь густеет и повышается артериальное давление, что грозит развитием инсультов или инфаркта. Для предотвращения негативных последствий жары рекомендуется соблюдать простые меры профилактики. Это включает ограничение времени пребывания на улице, снижение физических нагрузок до минимума, проветривание помещений, использование вентилятора или кондиционера. Также при выходе на улицу следует носить легкую одежду светлых тонов и применять солнцезащитные средства. Петр Лукин, Георгий Григорьев, Якутск.
У абитуриентов жаркая пора. Желающие могут выбрать одну из 200 среднеспециальных профессий. Так, Якутскому медицинскому колледжу в этом году выделено 540 мест. Из них 335 на сестринское дело, на лечебное дело 125. Также здесь обучают акушеров, работников лабораторий, стоматологов и по прочим направлениям. Документы принимают с 20 июня, только после 11 классов обучения. Притом вступительный балл считается по итогам аттестата. Но в некоторых отделениях абитуриенты проходят тестирование. Вступительные испытания начнутся с 3 июля. Вступительные испытания у нас начнутся с 3 июля. Принимаем мы только после 11 класса. К сожалению, у нас после 9 класса приема нету. Многие так спрашивают. Да? Сроки обучения сократились у нас. Да? Например, на сестринское дело в прошлом году, если студенты обучались 2 года 10 месяцев, сейчас срок обучения сократился, будет 1 год 10 месяцев. А на лечебное дело срок обучения был 3 года 10 месяцев, сейчас срок обучения 2 года 10 месяцев. По поручению прокуратуры республики прокуратура города Якутска провела проверку содержания озера Теплое. Установлено, что мероприятия по восстановлению территории не проводились в течение длительного времени, что привело пешеходное ограждение с тротуаром, выполненное в 2002 году, в ненадлежащее состояние. Ситуация на Теплом озере не меняется. Вот уже на протяжении нескольких лет ни одного проведенного мероприятия по восстановлению. И ведь не только здесь. В нашем городе достаточно много озер, требующих к себе внимания. Давайте уже узнаем, изменится ли ситуация в скором времени. Тротуар в трещинах, накренение ограждений, фонарей, заросшие тропинки, берег в тени и камышах, отсутствие зоны отдыха. Одни из основных недовольств, высказываемых местными жителями. В свое время хорошо сделали озеро. Я был доволен очень. Но дело в том, что за ним никто не следит. Хотелось бы зону отдыха, там, не знаю, лежанки бы какие-нибудь добавили. В городе Якутске очень много красивых озер, где нужно и необходимо их облагородить. Тут еще как-то более-менее, можно сказать. Но все равно вот эти вот заросли, это все надо убирать. Это надо красоту наводить. Желающим видеть родной город в самом лучшем свете удалось привлечь внимание к данной проблеме. Прокуратура города Якутска незамедлительно начала предпринимать меры. Прокуратура города Якутска внесла в окружную администрацию города представление об устранении нарушений закона, которые находятся на рассмотрении и контроле. Работы над облагораживанием озер начались в 2020 году с озера Талое. В этом году были начаты работы над озером Сайсара, которые по плану должны быть завершены в 2024 году до начала 8-х игр «Дети Азии». Без внимания не останутся и оставшиеся озера города. Из работ у нас будет пешеходная полностью площадка вокруг озера. У нас будут площадки для мест массового отдыха, велодорожки. И, конечно, в основном это озеленение, благоустройство непосредственно пешеходных зон. У нас предусмотрены мероприятия по содержанию 3 озер. Это озеро Теплое, озеро Талое и озеро Щорса. В эти мероприятия входят, это, во-первых, установка фонтанов, уборка прилегающей территории от мусора. Такого плана работы, то есть чисто текущее содержание. Стоит отметить, что фонтаны выполняют не только эстетическую функцию, но также способствуют аэрации, насыщению воды кислородом. Это благоприятно влияет как на чистоту озера, оно не будет покрываться тиной, так и на рыб, живущих в нем. Марина Захарова, Делустан Иннокентьев, Якутск. В столице Алмазного края этим летом появится зона отдыха для горожан и гостей Мирного. Проект будет реализован благодаря федеральной программе формирования комфортной городской среды. Более подробно смотрите далее. Строительство зоны отдыха в набережной реки Ирелях началось еще в мае прошлого года. Территорию для обустройства общественного пространства выбрали онлайн-голосованием сами жители города. Тут предполагается зона отдыха для жителей города Мирного именно на берегу реки Ирелях. Строительством предполагается, обустройство здесь детских игровых площадок, веревочного парка, спортивных площадок, волейбольной площадки, фудкорта. А также в конце этого парка строится у нас беседочная аллея, так называемая. Именно сейчас купание не предполагается. Почему? Потому что ведутся проектные работы по выемке ила. То есть только после проектных решений мы будем принимать решение об организации здесь именно купальной зоны.
Качество строительных работ, сроки их выполнения контролируют местные власти. Закончить строительные работы на территории общественного пространства и сдать объект планируют к концу июля. С сегодняшнего дня у нас заканчивается работа. 90% почти мы работу завершаем. У нас остались какие-то мелкие работы, которые мы до конца июля мы должны завершить и все сдать в хорошем качестве. Администрация города стремится к созданию комфортных условий для проживания и отдыха жителей и гостей алмазной столицы. А благодаря федеральной программе формирования комфортной городской среды жителям теперь будет где провести досуг и отдохнуть с детьми. Анна Васильева, Мирный. Воспитание юных спортсменов – подготовка будущего спорта. Международный комитет «Дети Азии» провел в Кыргызстане образовательную программу «Путь к Олимпу» в городе Бишкек. Участниками проекта стали более 50 юных воспитанников спортивных школ Олимпийского резерва Республики Кыргызстан. Подробности в материале Алисы Яковлевой. В ходе образовательного проекта от Международного комитета «Дети Азии» прошла работа в 3 блоках – олимпийский урок, будущий чемпион и чистый спорт. В рамках последнего участников ознакомились с различными аспектами антидопинговых правил, чтобы спортсмены с ранних лет ответственно относились к своему здоровью и принципам честной борьбы. Одну часть предоставили нам, Национальному антидопинговому агентству, чтобы мы провели свою образовательную часть на тему чистый спорт и профилактика допинга в спорте, чтобы они уже четко знали, имели уже критическое мышление, четкое понятие, что такое допинг, чем чреват и, разумеется, и о последствиях допинга. В рамках рабочего визита Международный комитет «Дети Азии» провел деловые встречи, по итогам которых были достигнуты различные соглашения, в том числе договор сотрудничества о развитии и популяризации борьбы на поясах «Алыш». Отметим, что этот национальный вид единоборств включен в программу 8-х летних игр «Дети Азии» 2024 года, который примет Якутск. Помимо теоретической части, большое внимание было уделено практике. Так, своим богатейшим опытом в рамках мастер-класса поделилась победительница Олимпийских игр в Токио Лилия Хаимова. Отметим, что первую крупную победу на международной арене именитая спортсменка одержала на 4-летних играх «Дети Азии». Мы стараемся сейчас, уже будучи профессиональными спортсменами, воспитывать детей в плане спорта, воспитывать их мотивацию, привлекать еще больше и делать в целом игры еще лучше, еще интереснее, еще масштабнее. И, наверное, я считаю, одной из своих таких важных миссий – это именно уделить свою, скажем так, душу ради того, чтобы делиться с будущим поколением. Игры «Дети Азии» стали трамплином для многих чемпионов мира, Европы и Олимпийских игр. Они служат маяком для подрастающего поколения. Именно поэтому был создан Союз выпускников игр, члены которого провели семинары и мастер-классы. В рамках визита в Бишкек президент Международного комитета «Дети Азии» Владимир Максимов встретился с выпускниками игр из Кыргызстана. Во время встречи выпускники игр, а ныне многие из них действующие члены сборной страны, тренеры, поделились своими воспоминаниями об участии в играх «Дети Азии», какие эмоции переживали в дни проведения соревнований, рассказали, какую роль проект сыграл в спортивной карьере и поделились впечатлениями о развитии игр «Дети Азии» и миссии Союза выпускников. Ездил на открытии, мы участвовали, после этого вот тесно сотрудничаем, разговаривали всегда на связи с Владимиром Владимировичем. То, что они вот сюда пригласили, в Бишкек, чтобы с юными детьми пообщаться, мастер-класс провести. Классно, у детей глаза горят, они прям хотят. Мы так мастер-класс провели, потом в конце сидели там минут 20-30, наверное, вопрос-ответ они спрашивали, я им отвечал. Новые проекты Международного комитета «Дети Азии», стартовавшие лишь в этом году, планируют свое дальнейшее развитие в популяризации спорта среди молодого поколения. Дальнейшее сотрудничество поможет в продвижении чистого спорта и укреплении дружественных отношений между юными спортсменами. Алиса Яковлева, Марина Захарова, Бишкек, Якутск. К этому часу это все новости. Мы продолжаем следить за развитием событий. Оставайтесь на нашем канале.